Добрый вечер. В эфире Prime на канале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее глубокие, важные и сущностные темы и разговариваем с людьми, которые являются носителями смыслов. Вот как я выразился. С людьми, которые не функции, которые интересны сами по себе и которые двигают этот земной шарик вот так ногами вокруг его оси. Сегодня в гостях в АТР наш старый друг, мой старый друг Сергей Дмитриев, капеллан 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского и руководитель отдела социального служения Православной Церкви Украины. Точка. Правильно все? Да, правильно. Выучил. Выучил, да. Вот. А с Сергеем мы знакомы вообще, это страшно сказать, с декабря 2013 года, и как в той песне поется: «И в какой стороне я не буду, по какой не пройду я траве, друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве». Как ни странно, это так. И вот все мои друзья прежние, с которыми я дружил в Москве годами, их уже нет. Ну, не физически, но нет и все. Вот. А человек, которого я увидел 1-1,5 раза там в Москве, причем в редакции газеты «Московский комсомолец», так и остался. Вот вы же священники, люди мистические. Это какое-то божье провидение, падре? Ну, а что мистически? Такие же люди, как и все. Ну, так же не могло быть, чтобы мы вот встретились один раз, потом Майдан, потом ты жил в Херсоне вообще, я жил в Москве, потом я через год переехал, через 1,5 даже. Но мне здесь нравится цитата Эйнштейна, что одни люди живут, как будто все случайность, а другие, что это чудо. Я живу, как будто каждый день чудо. А Эйнштейн же был, по-моему, атеистом, нет? А я думаю, что он был глубоко верующим человеком. Но знаешь, как атеисты говорят, что он был атеистом, верующие говорят, что он был верующим. Каждый вот в нем находит, в этом, думаю, уникальность Эйнштейна, что он для каждого свой. Я буду задавать тебе сложные вопросы. Что лучше, ислам или православие? Или христианство? Главное быть просто верующим человеком. Ну вот, а как, понимаешь, вот, у меня Ведь есть... фанатизм может быть сектантом, можно быть православным сектантом, в исламе можно быть сектантом, и извратить самые высшие материи, высокие, любовь, можно извратить, да нельзя. И когда кто-то посмотрит, скажет, это что, это, разве это про любовь? Конечно, нет. Поэтому для меня просто верующий человек, искренне верующий человек, в любовь, в добро, значит, он верит в Бога. Если ислам – это религия о мире и любви, значит, и там есть очень много верующих, искренне верующих людей. Допустим, я когда переехал в Киев, мне вначале помогали только мусульмане, и один имам мне там помогал переехать, там, финансово помогал, там, мы дружим, общаемся. И, то есть для меня я просто ищу верующих людей, которые вот искренне верующие людей и хотят помогать друг другу. Все. А если человек говорит, что он неверующий, как с ним быть? Ну, Кто? я думаю, Заблудший там? Я думаю, что неверующих людей не бывает. Вот. Это может быть какое-то проявление такое, ну, привлечь к себе внимание, там, не знаю, все равно это нонсенс, человек не может быть неверующим. Слушай, ну я тебя обратно верну. Есть и люди, которые демонстрируют свою веру и тоже хотят привлечь внимание. Да, тоже так. Тоже. Это все в контексте первого вопроса. Да? То есть, как бы, сектантство, оно не имеет границ, и как оно проявляется. Слушай, ну в разное время сектами считали разные церкви. Например, баптистов считали сектантами. Были войны христианские в Европе между протестантами, которых считали еретиками, и католиками. Потом в Америке охотились на мормонов. Там, ну и это куча примеров. В Российской империи вообще всех гоняли, да? Староверов гоняли, потом... Мусульмане считали сектантами. Сами христиане когда-то считали сектантами. Вот, да, кстати говоря, да. Так вот, на данный момент, вот сейчас уже нет как бы преследований на религиозной почве, ну, по крайней мере, в большинстве стран и сообществ, да. Есть некое понимание, что есть такие, ну, как-то надо жить, да. Вот. А что для тебя, вот ты, когда ты говоришь сектант, что это такое? Это вне церкви люди, вне морали, вне чего? Нет, для меня сектант — это когда мы откроем словарь любой. Что такое слово «секта»? А слово «сектор» выделенное из общего учения какая-то одна маленькая часть. Вот давай, мне кажется... И говорить, что это самая правильная часть, все остальное неправильно. Это нетолерантность, это неуважение к другому мнению. Вот только
такое, знаешь, один маленькое узкое направление в каком-то учении. А в христианстве до сих пор есть такое? Конечно, есть. Есть люди-сектанты. Что происходит с украинским православием? Это в любом случае интересно даже и мусульманам, кому угодно, потому что все-таки большинство людей в Украине христиане, и большинство из них православного толка. И вот после Томаса, как изменилась ситуация, на твой взгляд? Что сейчас, кстати, с автокефальной церковью? Она слилась с вашей, да, с ПЦУ? Да. Вот как реально сейчас выглядит вот этот православный сектор Украины? Ну, до принятия Томаса Мгм. было 3 основных больших православных, скажем, таких структуры. Это Киевский патриархат, автокефальная церковь, это проукраинские, и Московский патриархат. А греко-католики не считают сразу православными? Они же обряд Ну, восточный у них все равно. Все-таки, то есть греко-католики, вот так интересно, они в Украине считаются православными, а когда греко-католический священник пересекает границу, попадает в любую европейскую страну или в Америку, он называется там католиком восточного обряда. Мгм, мгм. Хотя То есть что-то впереди ставить. Либо подчинение формальное Папе Римскому, либо форму оправления молитв. Да, или там да, служб. ведь обряд не является... мы молиться можем по-разному. Даже внутри православных церквей обряды тоже отличаются. Да, да, сильно отличается. Да. Сильно, ну, особенно на Востоке там отличаются. А если взять африканцев, так вообще отличаются. Вот. Ну, в африканские церкви, Мгм. в Северной Африке. Ну, и для меня греко-католики до Томаса все-таки они свою роль сыграли, они в украинскую культуру сберегли и на Галичине, на Западной Огромную роль. На Украине, них, да. они же их же гоняли, на них Они огромная были в была гонении ответственность. также. И, хотя их сколько процентов греко-католиков? Процентов 15, да, в Я Украине? думаю, я не владею статистикой, я думаю, что 10 до 10. Но это важная часть, потому что это Галичина. По-моему, это, по-моему, центр да. Разумкова говорил там до 70%. Но, если тем не не менее, ошибаюсь. это люди на самом деле верующие, и которые не теряли свои связи с церковью, которую гоняли в советское время. Но знаешь, да. ну, если говорить о автокефальной церкви, Мгм. украинской автокефальной церкви, она тоже была гонима. Да. Она тоже была уничтожена, и приходы были в основном за рубежом. Мгм. А Киевский патриархат, это такое возрождение автокефальной церкви, ну, там не хочется вдаваться в эти там все подробности, Ну, оно и не надо. но по и большому Киевский патриархат был гонимый до 2014 года. И я считаю, что и сейчас еще православная церковь в Украине, она все равно такая, ну гонимая все равно. Кем гонимая? Ты меня удивляешь. Ну, Это например, получить земельный участок московскому патриархату гораздо проще, чем православной церкви и на сегодняшний Тем, день. что мало участков, что ли? И если я был на одном заседании, у меня есть это видео, если там интересно, я его даже покажу. В 2017 году было заседание Института религиозной свободы в гостинице «Киев», по-моему. И Андрей Юрош тогда он был, он возглавлял отдел управления культурой и религии в Украине, миграции. И он давал такую интересную статистику. Он говорит, я вам сейчас, говорит, назову самую гонимую конфессию, которая вот за этот год получила там столько-то гектаров земли, столько-то там площадей, открыла там больше там 20 монастырей, там зарегистрировано 1500 парафий. Типа это Московский патриархат. И там сидит представитель Московского патриархата, там он такой, говорит, и мне, говорит, постоянно приводят бумаги, что они гонимые, и все. Говорит, и если, говорит, сравнить со всеми, говорит, всеми взятыми христианскими конфессиями, мусульманами, иудеями, это, говорит, в 2 раза меньше, говорит, все остальные получили. То есть, смотри, и на данный момент, и Да, после Томаса, да, и с учетом перехода прихожан с храмами в ПЦУ, еще тогда в Киевский патриархат, ты же перешел в 2014 году, Да. когда война началась, своим херсонским приходом, да? Вот. Даже с учетом всего этого и до нынешних времен, Московский патриархат есть крупнейшим и землевладельцем, и владельцем Конечно. зданий, и, соответственно... Но яркий пример, Палац Олимпийский, вот у нас в центре, да? А он метро, какое да. отношение имеет? Ну, знаешь, где Ну, находится, да? И там рядом строится храм. Он был построен вот... большой. Да, это Московский патриархат. Вот в центре города строится огромный храм с бешеной скоростью, но это миллионные... Вообще такие суммы. притеснения, как жить, даже непонятно. Да. При таком давлении со стороны фашистского Ну, как представь украинского себе, вот государства. возле да. Гулливера там строится огромный храм. да, Попробуй, вот попробуй, значит, для мечети там найди место или для вашего там. храма. Невозможно. Тем не менее, знаешь, есть нематериальные ценности. И пока, хотя сейчас это выглядит так,
Но я уверен, что репутация у церкви, она все равно даст свой эффект. И все-таки Михайловский монастырь для украинцев, ну, которые считают себя украинцами, а не малороссами там, или непонятно кем, для них это такое святое место. И ты как раз там и живешь, и работаешь в монастыре Михайловском. И сам этот монастырь, несмотря что он вот был новоделом кучмовским, да, и на него смотрели так в свое время. Ну, типа, знаешь, как в Москве храм Христа Спасителя восстановить. Ну, то же самое, по сути, это тоже сносили под Дом Советов уже, да, и там не построили. Вот. Но он сам себя осветил, ну или, как у вас там говорится, не знаю, рука Божья во время Майдана, ну все, там место святое, люди мечтают там крестить детей, венчаться. И я несколько раз был наши знакомые, там ты ветеранов венчаешь, и действующих военных, да, или вообще любых людей, кто к тебе обратится. Но это такое место не случайное и очень-очень мощное. И насколько ты видишь стремление людей вот сейчас, насколько влияние вашей церкви растет в обществе? Я не говорю в государстве. Государство у нас вообще Но непонятно. я думаю, что для нашей церкви это большой вызов. Потому что, ну, знаешь, когда ты получаешь все-таки мировое признание, люди обратились там к нам, да, и у нас, нужно честно признать, что у нас большая нехватка кадров, и мы сейчас не воюем там за храмы, да, мы хотим, чтобы к нам просто ходило больше людей, и основной аспект это в социальном служении. Чтобы быть нужным людям, типа, да, так если И сказать. насколько мы это сможем вынести, потянуть и стать, ну, скажем, ну, не хочется говорить слово такой хорошей церковью, доброй церковью, в том смысле слова, какой она должна быть, а не стать не стать московской церковью, которая здесь в Украине есть. Потому что для нас это тоже вызов. А соблазн такой будет. Смотри, ну да, чем больше будет прихожан, тем больше будет церковь, так сказать, расширяться. Ну, знаешь, так, а если придет, допустим, очень такая проукраинская власть, да, это вот, а это вот державная церковь, хотя мы говорим, что мы не будем державной церковью, мы будем державницкой церковью. Но все равно всегда есть такой соблазн испытания Но славой, вообще властью. сейчас я не вижу, чтобы ваш предстоятель как-то там заискивал перед властью, чтобы он такую позицию имеет. Но я считаю, что да. это дар Божий в Украине, что именно такой представитель у нас сейчас есть, который поддерживает всяческие инициативы, поддерживает молодых священников, думает об образовании, изменении. И он все-таки родился в такой семье не советской. Мгм. То есть у него не было вот этого И бэкграунда он советского никогда пионера, не да? ходил в московскую церковь. Он уже вырос в украинской церкви. Ну да, это правда важно. И это тоже важно. Смотри, ты говоришь, что вы как бы не захватываете храмы, вы такая церковь очень толерантная и так далее, но и, наверное, есть в христианстве, если я неправильно трактую, скажи вот это, подставь вторую щеку. Вот, я не знаю, сколько щек мы уже подставили. Я видел пасхальное богослужение в Симферополе, где выгнанные из храма люди стоят около этого храма в центре города Православной Церкви Украины. Вот. И, по-моему, всего там храмов 2 или 3 вообще во всем Крыму, да, но это основной, да. И они стоят и молятся перед... Это видео стало вирусным, мне его прислал сам владыка Кирилл. Климент. Климент, выбачте, да, сам владыка прислал. И я его запостил, там какие-то сотни тысяч просмотров, репостов и так далее. Люди восхищаются, что там вот гонимые стоят, там молятся у храма. Но мне перед ними немножко неловко, вот как гражданину Украины, что как-то так здесь вот они, их вот люди, которые их там конкретно гоняют, в том, что в этих гонениях участвует московский патриархат и возглавляет их вместе с ФСБ, у меня малейших сомнений нет, да? Это они унижают людей просто другой христианской конфессии, если они себя считают христианами, да, и православными. Они просто унижают по национальному, по там, религиозному признаку, выгоняют, знущаются, ну не как в Древнем Риме, где там скармливали там, тиграм и так далее. Но это реально вот людей выгоняют из храма. Это нижайшая вообще низость низости. Да? И мы тут такие красивые смотрим на их монастыри, на их эти лавры. И у них никто ничего не то, что не отбирает, никто даже ни ультиматумов не ставит. Но если вы там церковь решаете, то мы вас тоже лишим каких-то прав. Да? С ни стороны государства, все так спокойненько, чинно, благородно.
А люди, правда, чувствуют себя униженными. А Россия такая, ты же знаешь, их мораль, да? Раз нам не отвечают, ну, значит, дальше будем мочить эту Но здесь, ПЦУ. знаешь, то есть наше поведение, я считаю, что правильное. Мы не можем быть тоталитарной церковью. Мы не можем быть агрессивной церковью. Ну, а как сопротивляться? Как защищать своих? Давай по-другому. Защищать своих церковь должна людей? Но, знаешь, здесь очень хорошее такое слово, как мирное сопротивление. И я думаю, что рано или поздно, и исторический опыт это показывает, люди сами сделают выбор. Потому что все-таки, ну, священник, я думаю, что он не должен призывать к агрессии или вот, ну, таким вещам. Хотя бывают разные истории там, да, в историческом контексте, но в данном случае это так. И люди сделают выбор сами. А если людям нужен суррогат, значит, они выберут суррогат. Но я думаю, что все-таки большинство людей, даже подсознательно, это инстинкт самосохранения, будут тянуться к справедливости и добру. И рано или поздно вот эта вот пружина, которую они сейчас сжимают, она... Это все им аукнется в итоге, да? Обязательно. Этим лицемерам, фарисеям. Закон физики, он действует и на социум. Как ты загнул. Вот смотри, даже в том городе, где базируется наша прекрасная, замечательная 30-я бригада в Новоград-Волынском, да, есть церковь Московского патриархата. 7. Сколько? 7. Ну, город небольшой, это очень много. Это очень много. И вот, значит, еще раз, в месте, в городе, где живет сколько-то там солдат, и тысяч солдат и офицеров, да, где их семьи живут. 54 тысячи населения, 7 тысяч военнослужащих. Да, ну с семьями, с друзьями, с знакомыми, Практически с 70%. с тещами, Да. свекрами там, Да. и так далее, да, огромное количество. И это люди реально там, когда ты едешь в этот город, ты видишь эту стелу с погибшими, это очень много погибших людей за Украину. И 7 храмов, ведь, я так полагаю, большинство храмов города, да, это те, где демонстративно не молятся за защитников Украины и не отпевают их. Как такое возможно? Вот что это? Но это было возможно еще при Советском Союзе. Эти храмы, они же не вчера построились. Они там давно были. Я думаю, что значит місцева громада там еще не созрела для того, чтобы, то есть еще нет понимания, ну, что туда, ну, не знаю, там экономически как-то блокировать, то есть не поддерживать. Ну, прийти и сказать, вы не отпеваете наших солдат. Или вы убираетесь отсюда, или вы... Было да. такое на момент 2014 года, а сейчас у нас же все отвыкли от всего уже. И риторика Московской церкви тоже меняется постепенно. Как это она меняется? Ну, Женщины стали отпевать солдат? Ну, они стараются, да, вот в Хмельницком священник там пошел на похороны, они там сразу все убирают, все вот эти там на проповеди, что надо простить ему грехи, что он убивал, там, и вот, ну, там, в таком контексте. Но я думаю, что здесь тенденция идет все-таки в сторону самостоятельной украинской церкви, и московский патриархат обречен рано или поздно на миграцию, потому что церковь, которая не живет для своего народа и не любит свой народ, обречена на миграцию. Смотри, ну вот давай посмотрим. Момент получения Томаса, это у нас 19-й год, по-моему, да? Или какой? 18. 18. Декабрь Вот с того месяц. момента, я, конечно, не думаю, что ты статистику лично ведешь какую-то, тебе не до этого, но насколько больше стало храмов ПЦУ и насколько меньше? Не намного. Это очень незначительный процент. Переходы... Ну, надо понимать, что еще поменялась власть в Украине, потом пришел новый президент. Политика администрации президента, она приостановила переходы. Суды у нас там... Ну, Так это разве работают. это в администрациях президентских решается? Тоже решается. Но вот смотрите, там община переходит, подает документы о переходе. Это все решается там через суды в том числе. Суды, знаешь, как у нас работают. То есть это все затягивается. Священник боится переходить. Люди там должны работать профессиональные юристы. У общины, как правило, денег на юриста хорошего нет. То есть все это, ну, поддержки, скажем, государственных институций в принятии правовых норм переходов, свободы соблюдения там, прав религиозных общин, их на сегодняшний момент механизма такого выработанного нет. Ну, то есть вас так вот оставили в стороне и занимайтесь как хотите сами. Там, да, где общины прямо очень хотят перейти,
да, місцева громада, она это может сделать. Ну, а часто там священники эти запуганные, и люди там, они... Ну и давайте правду скажем, что РПЦ в Украине намного богаче. Конечно. Это видно по их поведению, это видно Ну по и их депутатский перстням, корпус, по их и депутатский часам. корпус у них поддерживает, там это олигархи сидят, и Новинский, Деркач, там, да, там, Медведчук тот же. Там, и так далее. А насколько-то видно, да, насколько они живут в роскоши? Ну, знаешь, как в роскоши же живут епископы и священники в больших городах. А система там такая очень, она авторитарная. Священник в селе там может вообще, ну, там хлеба на воду и отдавать там последние деньги епископу, там взносы, там доход может быть там 3-4 тысячи гривен, он там еще, не знаю, там огородик свой, там свинок выращивает, курочек, там что-то продает, где-то подрабатывает, чтобы там быть на этом приходе и подать и платить там областной центр. Ну, то есть такая, похожа на олигархическую систему. Да? Очень. А у вас отношения с епископами, с митрополитом? Я видел просто, как перемещаются по городу, как ходят эти попы московские, как там охрана в разные стороны смотрит, да, с этими темными очками за ушами, эти всякие там рации торчат и так далее. А у вас как? Ну, пока не так. Слава богу, не так. Все просто. Ты даже, вот неудобно перед людьми, ты даже вот рясу не носишь. Но я считаю, что ее не нужно постоянно носить. Ведь ряса это обычная рубашка длинная. Меня поймут ваши телезрители крымлы, потому что в арабских странах это обычная форма одежды. Ну, вот обычная рубашка. Длинный халат такой. Ну, это на жару рассчитано. Да, это подрясник, это арабская одежда просто. Ну, Центральная и Средняя Азия. То есть она пришла Африка. оттуда? Ну да, они так ходили. Это не является какой-то святой одеждой. То, что, скажем, вот сверху одеваются там ризы, вот эти все, это уже богослужебная одежда, церковная. А это все это обычная одежда. И ряса, и подрясник. То есть, такие кафтаны. Я там, понял. То есть это шапки эти все. вас не заборонено ходить вот в вышиванке, например, Да. или ты ходишь, некоторые думают, что ты священник протестантский, еще же у тебя позывной падре с 14 года, и ты ходишь в рубашке вот этой с белым воротничком, как вроде как протестант. Я видел одну фотографию, по-моему, 12 года или 11-го Киево-Печерской лавры, и там сидят семинаристы Киево-Печерской лавры до Первой мировой войны еще. И они все вот такими белыми подворотничками ходили, и тут православные. Какие у тебя отношения, ну не с исламом, это ты уже сказал все, а с мусульманами и с крымскими татарами конкретно, и со священнослужителями других конфессий, в том числе ислама? Ну, я не бы сказал, что у меня какие-то особые отношения с другими конфессиями. Я еще раз повторю, что я дружу просто с порядочными людьми. Но ты занимаешься, просто я поясню, когда я говорю, какие отношения, я же не спрашиваю, какие отношения у церкви. У церкви отношения цивилизованные, нормальные. Я про то, что Сергей же, кроме капелланства своего, и медичного капелланства в том числе, он еще и службу социального служения возглавляет ПЦУ, а это деятельность церкви, направленная на помощь прихожанам, там, Не только помощь людям. Людям, да. Ну, знаешь, так, чтобы мы людей в дебри не... Это социальная работа. Различные добрые инициативы, социальные инициативы. Такой, знаешь, как в Америке говорят, третий сектор, да? Это не производственный сектор, это общественный сектор, который решает какие-то задачи общественные, не являясь бизнесом. Да, мы там кормим бездомных, мы помогаем там одиноким старикам, детям, это помощь паллиативная, онкобольным, противодействие домашнему насилию. Любые социальные вызовы, которые есть в обществе, они тоже касаются и нас, и люди приходят за советом в религиозные организации. И, конечно, мы консолидируемся, поэтому у меня очень много друзей и раввинов, и имамов, которые занимаются подобной работой, и мы вместе ее делаем, потому что здесь очень много, что нас объединяет, чем разъединяет. А вы не выбираете там, да, если кто-то там, кому-то нужна помощь, там, это мусульманин? Да, вот у нас, знаешь, недавно такая история, мы уже 4-й год ведем проект, называется «Я знаю, ты можешь». Это школа бизнеса для женщин-переселенок с Донбасса и крымских татарок. И эта школа бизнеса проходит в Михайловском монастыре. Читают 2 немца лекции из Германии, там, высокого уровня. И сидят девушки в хиджабах, сидят девушки в джинсах. И не в хиджабах. Там, не в хиджабах, пишут бизнес-планы, получают поддержку своего бизнеса. И
есть мы не смотрим, кто к нам пришел. То есть для нас важна женщина, которая хочет финансовой стабильности и независимости для своей семьи и открыть какое-то дело, которое будет тоже приносить пользу другим, открывать рабочие места. Ну, Это цель например, швейная мастерская, что это может Швейная быть? Если мастерская. понятно, не о Ой, нефтедобыче слушай, у нас идет. там были Да. девушки, которые там с секонд-хенда переделывали вещи, там делают брендовые вещи, шьют там офигенные такие всякие там штуки, там фотоателье, клининговая компания, Мгм. кафе там различные. Но если это там. небольшой, малый бизнес, малый грубо бизнес, говоря, и предприятие. который, помогая вы консультационный, и даже грант можно получить. Ну, на там что-то. небольшие грантовая помощь от 1500 евро. Например, там мы одной женщине из Донбасса, у нее двое деток с инвалидностью, она живет в Херсонской области, мы купили просто доильный аппарат, сделали бизнес-план, у нее сейчас казинная ферма, ей глава селищной рады дал 20 гектар земли. Она Коз делает, там много она уже, делает да. крафтовые сыры, казинная ферма, к ней ездят там способствовать этими сырами, она вышла на продажу, продает его в магазинах. И всего вложений сколько было? Мы подарили первый доильный аппарат, и мы дали знания, в первую очередь, поддержку, это очень много значит. Я знаю случаи, как-то вот не смешно сказать, женщина, это не по вашей программе, но тоже женщина фактически беженец, правда, она из России бежала от преследований. Она бежала в Украину, и она получила сколько-то, ну, по-моему, 50, может быть, 3000 евро, ну, что-то такое от Евросоюза, и она завела пасеку. Она продает мед качественно, она на это живет, то есть она себя обеспечивает, семью обеспечивает. Там. Но иногда вопрос же не в деньгах, больше вопрос в поддержке, что тебя поддерживают, и ты знаешь, и знания стоят гораздо больше, чем... Какое, на твой взгляд, отношение к исламу в украинском обществе? Вот, к исламу, к мусульманам, к крымским татарам и так далее. Я думаю, разные. Я думаю, что все-таки, знаешь, я живу в такой своей бульбашке, как я кажу, да, и мне кажется, что хорошее. Но я думаю, что люди ничего не знают про ислам. Они путают ислам с терроризмом. Все-таки это советская пропаганда, российская пропаганда в фильмах, потому что мы же смотрим в основном, ну, люди все смотрели российские сериалы, а в российских сериалах там что там, мусульманин это чеченец, это какой-то там Типа террорист, как они говорят. это какой-то там еще там все эти программы, которые там были, ну, это всегда неположительный персонаж. И все там татары, крымские татары ассоциируют с монголо-татарским игом, которое всегда там всех резала, убивала, дань брала, всех вот убивала там. И я думаю, что все-таки много людей, я думаю, именно так относятся, и это нужно, про это нужно говорить. Дурь же несусветная. Работать, да. И пример, когда вот ЗНО было, там школьники что-то там говорили, возмущались там. Чем они говорили словами моей училки по истории 87-го года. Ну, Как это все живет? про крымских татар знают очень мало. И я, знаешь, вспоминаю, когда в 2004 году, когда помаранчевая революция, я просто думал, что ну, наконец-то что-то изменится в стране. И я помню, что в Крыму крымские татары были тогда забыты. И думаю, то, что случилось в Крыму в 2013 году, оккупация, аннексия Крыма, там, в 2014, ну и в 2013 уже там, да, там все начиналось. И в 2014 году, в феврале, это вина как раз того, что мы не обращали на Крым, не давали свободу крымским татарам. Если бы была там полная автономия, были бы расширены права, и была бы, допустим, там... Если бы русские не контролировали эту территорию, давай прямо скажем. Да. Ну, да, если бы там хотя бы начальники полицейских отделов были бы крымские татары, там, и пару там хотя бы батальонов было военных, ничего бы не случилось. Ну, скорее всего, ты прав, конечно. Тут, как говорится, я тебе даже вопрос не задавал. А ты сам из южных регионов Украины или как вообще? Нет, ну вот я родился в Мурманске, а родом мои родители с Полтавщины. То есть в Херсоне ты оказался на момент начала войны так? Ну, я в Херсон приехал в 2002 году, потому что священников так вот их бросают служить как военных с одного места в другое. Это же московский патриархат был. Да. И где застала тебя война, и почему ты стал капелланом 30-х бригад? Я был в Херсоне, но я был активным участником Майдана, и я ехал с Одессы, и как раз началась, на заправке, вижу, показывают, не помню, какой там канал 5 или 24 канал, показывал, что высаживаются вертолеты. Я понимаю, что начинается, я предполагал, что так будет. И я, когда уже доехал до Николаева, я смотрю, едут колонны наших военных, и они едут
не в очень такие, не обмундированные, там какой-то там БТР сломался. Я помню такой БТР с фарой, проволокой закрученной такой, там и фонарь там. Я смотрю, там ребята, они там плохо одеты, ну это не та армия, как сейчас. И я тогда заехал в Херсон, у меня там в Херсоне был центр помощи бездомным. Были продуктовые наборы для бездомных. Я вот все, что было, собрал. И ехал до границы с Крымом, пока не уперся в наш блокпост. И там познакомился с военными, там уже остался как священник. Это была 30-я бригада. Вначале это была 79-я, 30-я сменила ее через неделю. Угу. И с тех пор ты с этими ребятами по всем их ротациям? Так, да, остался. Что сейчас в армии происходит? Вот тем более на оккупированных территориях мало кто что знает об этом, да и не на оккупированных тоже. Вот твой взгляд священника вот за эти 8 лет. Что произошло с армией? Армия знает, как воевать. Армия перестала, может быть, ну, то есть там есть военные, даже те, которые приходят, как говорят, там, профессионально просто там на заработки, не все знают, для чего они пришли, мотивированные, ну, знают, что война это не... Вот, если в 2014 году, знаешь, что думали, что война на картах только. Вот. Что война это тяжело, это смерть, и все, и люди к этому готовы. Они знают, за что они воюют, для чего они воюют, почему носят форму. Армия стала очень патріотичною, армия стала украиномовной в большинстве. Если в 2014 году она была на 80% российскомовной, то зараз она украинскомовная. Это из-за того, что не уставы хотят, поменяли? Нет? Нет, люди не хотят говорить на языке оккупанта. Мы же знаем, что там и этнически русские служат. И в 30-й бригаде. Вот Костя Тарасов, которого... Да, і учать, вчать українську мову, там, читають, намагаються, як би їх говорити. І я думаю, что если по статистике вторая в мире по силе там, мощи армия не может победить 28-ю, значит, российская армия 29-я. У тебя жизнь, конечно, очень интересная. А этнически ты сам кто? Этнически я литовца-польско-украинец. Угу. Поэтому ты так часто в Польшу ездишь? Ну, я в Польше, да, часто. Вы же ездили с другом нашим муфтием Айдером и с Пашей, с нашим другом из еврейской общины. А ты же рассказывал тоже историю, как вы там на границе молились. Вот и все немножко так смотрели, поляки, что это такое вообще. Тут и евреи, и мусульмане, и православные над ним зонтик держат, или что-то там держал. Вот. Часто приходится общаться по-человечески вот с людьми с самых разных там, конфессий. И какие-то есть проблемы вообще? Не знаю, я служил в Польше 2 года и жил в Польше. Служил кем? Священником. А где? Во Вроцлаве. А там православная церковь? Да, там в Польше 2,5 миллиона православных. Но там же польская православная церковь. Но фактически это была украинская церковь раньше. Угу. Но это не хватит нашего эфира об этом поговорить. Я понял. Вот. А там, знаешь, там абсолютно другое отношение, веротерпимое, толерантное к другим религиозным группам и конфессиям. Угу. И, наверное, вот с этого момента, да, когда я с Польши вернулся в Украину, я стал жить так же. Это, наверное, знаешь, от чего? От Великого княжества, которое, в отличие от Российской империи, там оно так Я не думаю, что это связано и с относилось. культурой другой. Там все-таки советская власть так долго там не потрудилась. Мгм. Ну, просто представь себе, что православный храм заканчивается со службой. Римо-католическая монахиня приводит детей, где священник православный для Римо-католической монахини проводит экскурсию по православному храму. Дети разложили там какие-то бутерброды, прямо в храме на полу играют. Там они играют в там, какие-то игры. Тут зашел раввин, там что-то там принес там мацу, там поздравил священника, может, у него там праздник, там Пасха еврейская. Там. И вот это все такое, они там все вместе живут, там друг с другом общаются, ходят в гости, поздравляют. И для меня, наверное, когда я приехал с Украины в 99 году, для меня это был шок вначале такой. Типа,
Ты Ну, все-таки как же? приехал Да, я же еще из Советского Союза, Ну, немножко я же такой приехал, знаешь, бывшего, ну, типа, да. католики заходят в Мгм. храм, тут с ними тут здороваются за руку, им все А показывают. эти за православной столом церкви чуть сидят. не пальцем показывали еретики и черти, да, вот, Да, ну, да, на потому что московском семинарии везде патриархате. учили, там, не говоря уже о мусульманах, то что. А что, даже католики были врагами, да? Ну, конечно. А Ну, почему? ты можешь сейчас пойти в Лавру Киево-Печерскую. Ну, Там очень много литературы продается, и фильмов. И там Папа Римский, он сравнивается, там, Войтыла с фашистами. Там есть, если зрители, я хочу просто, чтобы вы могли просто сравнить, да, есть такой фильм, называется «Ана- «Анатология раскола», по-моему. Трехсерийный фильм, это очень трэшевый фильм, они пропагандистский. сняли, да? Да. И там все вот украинские московские священники, они там все там Ну, говорят. слушай, русские же считают в большинстве своем, что развал СССР – величайшая трагедия. Ну, а Войтыла, он ему сприяв этому развалу тоже. Вот, проклятый. Войтыла, кстати, говорил, я делал доклад недавно в Польше, Войтыла говорил, что Крым украинский еще, когда он приехал в Украину там в 2002 или там, каком-то году он был. А он был в Украине же, папа Да, он Иоанн был в Павел, Украине, и тоже? он тогда сказал, говорит, мы молимся за... Я, говорит, он там, говорит, я сейчас точную цитату, но он так говорил, что мы молимся за Климента, папу Климента, который он в Крыму был под Севастополем, Инкерман. Мгм. В Инкермане он каменоломни были там, и он был в ссылке там за Климента, который умер на украинской земле, в Крыму. Дословно его слова. Мудрый человек. Почему, как ты думаешь, с чем это связано, что в Киеве до сих пор нет нормальной мечети? Вопрос. Вот реально, страна огромная, мусульман много. Ну, не много-много, но много все-таки. Ну, даже одной нет. То есть, точнее, одна есть, но как-то я не очень считаю, что она украинская. Вот. А так, это в основном молельные дома. Это вот такой настоящий что ли, мечети, более-менее похожий внешне на храм для... Хотя, в принципе, ну ты же говоришь, что храм может быть везде, там, как где угодно, но в принципе больше хотя бы похоже на культовое сооружение нету. И в этом многие не ходят, которые есть, да, по политическим причинам. Но я думаю, что вопрос нужно, наверное, не мне задать, а вопрос нужно задать представителям исламской общины, которые сегодня депутаты Верховной Рады. Мгм. Почему они это не лоббируют? А ты думаешь, что Верховной Раде нужен? Но всегда, слушай, не, ну, нужно там что, земельная площадка и деньги на строительство. Каждый храм строится именно так. И здесь я думаю, что это как бы это... Но если вот, допустим, там малочисленная религиозная группа, все равно она может добиться постройки и там, выделения земли и своих и прав. Я думаю, что в Киеве должна быть мечеть, потому что даже по той причине, потому что к нам приезжает много и туристов, и мигрантов из стран с исламской культурой, и им тоже нужно куда-то ходить. И, ну, и свои И религиозные совсем не потребности. обязательно, чтобы это была мечеть, построенная на деньги Рамзана Кадырова. Обязательно это должно быть все-таки, они должны как-то с каким-то, я так и называю, что крымские татары – это этнический ислам в Украине. Ну так, да. Да. Ну, носители, наш народ И носитель. этот ислам надо, именно этот ислам нужно возрождать Ну и да, показывать. не то, чтобы приходили люди сюда и начинали нам рассказывать, как нам тут жить. И люди, ну ладно, мы не будем в это углубляться, бог с ними со всеми. Вот. Что вот этот совет церквей, который есть при президенте? Это не при конкретном президенте, а при всех президентах есть Рада церков, да? Это дорадчий орган. Это просто Какой орган. орган? Дорадчий, ну как дорадчий, который советует. Совещательный, да. Да. Мгм. Вот. И это просто общее мнение всех религиозных организаций. Мы же в таком немножко, ну, все-таки у нас Украина, она светское государство. И поэтому, если спрашивают мнение, а что думает там церковь, да, например, Мгм. если думает, что это одна церковь, то это мнение не учитывается. Мгм. Поэтому, И она была создана ради этого, чтобы там чтобы были... показать мнение всех религиозных организаций в Украине, поскольку у нас светское государство, Мгм. поэтому мнение всех
религиозных лидеров должны А учитываться. там кто-то более весомый, кто-то менее весомый? Нет, Нет? абсолютно нет. И когда там принимается какое-то решение, оно должно приниматься полностью единогласным. И если один человек, кворума нет, единогласности, то решение не принимается. Тогда это не мнение Совета Церквей. Я хочу еще рассказать нашим зрителям, что отец Сергий, он вдохновитель и, я не знаю, как правильно это сказать, основатель этой стены памяти на стене Михайловского монастыря. Вот эти панно с портретами погибших и военнослужащих в российско-украинской войне. И в прошлом году, да, ты собрал деньги методом просто, вот, ну, люди давали. Ну, мы давали объявления в Фейсбуке, но не только я собирал. Да. Ну, люди собирали, многие, да, там помогали. Вот, и вы эту стену обновили. Она сейчас более полная, с учетом погибших за последние. Но до июня 2020 года. Угу. Каждый может, будучи в Киеве, ну, не может, на мой взгляд, должен прийти к этой стене и посмотреть, какую работу провел отец Сергий со своими друзьями. Опять же, из службы социального служения. Это тоже часть социального служения. Да, ну там основные помощники и тоже вдохновители, это 5 человек. Это там Павел Нетесов, это музей при Министерстве обороны, военно-исторический музей на крепостном проволоке, их команда. И ну, здесь несколько тоже были, да, молодцы, я знаю. Да. И впервые, у нас же многие вещи. Живем еще в Византии в какой-то, я не знаю, вот это все наследие, умение не называть вещи своими именами, нежелание. Впервые было написано, там на стене написано, заменена была верхняя часть, в том числе все заменено, там обновлено. Было написано «погибших в российско-украинской войне», чего раньше нигде, вот мы же говорим, одно дело говорим, но написано нигде не было. Кто-то даже пытался возмущаться, на что отец Сергий отправил их к вот этому альтер-эго Богу, то есть к черту, чтобы не лезли своими советами. Вот, правда, это часть веры? Это основной принцип веры. Потому что мы говорим, что Христос – правда для нас, для христиан. Я думаю, что во всех религиях правда – это основа веры. Потому что вера не может быть на лжи. То есть ты любые обряды можешь соблюдать, но при этом, если ты своими именами вещи не называешь, там, не помогаешь тем, кого реально обижают, не становишься на сторону слабых, то ты так себе верующий. То ты сектант. Детка. Кем ты себя видишь в будущем? Я живу сегодняшним днем, не знаю. А это по-христиански? Я думаю, что да. Я не задумывался, по-христиански или это нет. Я живу сегодняшним днем. Хорошо, по-другому поставлю. Знаешь, вообще после войны так тяжело что-то планировать вообще. Да, у нас, я знаю, вообще знакомые есть с тобой, которые говорят, я даже бизнес особо не развиваю, потому что понимаю, что в любой момент схватил рюкзак и поехал. Хотя у человека есть возможность, желание и так далее. Хорошо, по-другому спрашиваю. У нас там минута остается. Какая у тебя есть цель? Минимум, максимум? Я хочу, чтобы моя церковь ассоциировалась с добром, милосердием и помощью. И вот моя цель, наверное, пока я там буду по земле ходить, это создать профессиональную социальную службу при Православной Церкви Украины. В каждом регионе, везде, в каждом районе. Приходе. В каждом приходе. Арифметика очень простая. У нас там 8 тысяч приходов. Если каждый приход будет делать одно доброе дело в день, умножить на 365 дней в году, это почти 3 миллиона добрых дел в год. Это значит, что 10% украинцев получат доброе дело абсолютно бесплатно. Да, если посчитать, то оно правда так. Но вообще, конечно, на вашей церкви, как религиозной институции, лежит большая ответственность. Все-таки она именно ассоциируется с независимой Украиной, во-первых, да, и то, что кто бы там что ни говорил, там кто-то говорит, Порошенко купил Томос, что-то он не купил там. Если бы там речь шла о продаже, то денег в 100 раз больше мы знаем где, да. Там речь шла не о деньгах. И я, наверное, тайну не открою, что Мустафа Аджемилев помогал тоже с Томасом. И просто это, он же не любит об этом говорить и никогда не скажет. Но вы это знаете, да, и в итоге это станет когда-то известно, что это большое государственное дело. Но и ответственность ваша в том, что все равно как бы самая крупная церковь, московскую не будем брать, да,
И от того, насколько вы толерантны, насколько вы прогрессивны, насколько вы такие можете не разделять, а объединять, зависит будущее независимой страны тоже. Вот как я сказал. Осознаете ответственность, Падре? Да. Слава Украине! Героям слава! Спасибо, что пришел. У меня в гостях был Сергей Дмитриев. Подай водичку, пожалуйста, я тебя перебью. Увидите... Теперь она святая. О, Боже. Вот. Он еще и с большим чувством юмора, наш Падре. Если захотите помогать, зайдите на страничку Сергея Дмитриева. Там есть страничка его, вот Элиот, служба социального служения, ПЦУ. Я вот сегодня привез одежду, собрали одежду, хорошую, целую, передаем людям, которым нужно. И помогайте как только угодно, волонтерством, там, разные бывают, нужна помощь разная, бывает и материальная, и нематериальная. И вот приют для женщин, которых там избивают мужья, Сергей открыл. И все, помощь нужна в любой день. И я знаю, что много разных людей, в том числе крымских татар, помогают ему в его повседневной, есть, так можно сказать, ну не работе, а в службе, в служении. Да? Ну и спасибо всем зрителям АТР, кто помогает нашему каналу, в том числе рассказывать про таких людей, как отец Сергей, и вообще про правду, справедливость и достоинство. Это девиз любого нормального человека, в том числе и главным образом тех, которые помогают АТР через Patreon, любой регулярный взнос. Это плюс в нашей работе, это возможность дальше вещать, говорить правду. Смотрите АТР и дальше. До новых встреч.